В Сыктывкаре в районе Кировского парка сегодня спасли провалившегося под лед рыбака. Правда, из числа спасателей. В Коми проходит региональный этап всероссийских командно-штабных учений. Оперативные службы отрабатывают свои действия во время паводка и пожаров. Между тем, синоптики прогнозируют теплый март, а значит, спасателям нужно быть во всеоружии. С берега Сысолы передает Павел Королев. По легенде учений, местный рыбак в погоне за уловом оказался жертвой тонкого льда. К счастью, рядом оказались спасатели. Они тут же бросаются на помощь. Медлить нельзя. Провалившись под лед, достаточно 5-10 минут, чтобы умереть от шока. В итоге с помощью конца Александрова незадачливого рыбака удается вытащить на берег. А вот так вытаскивает любителя хорошего клёва с помощью устройства, напоминающего надувной матрас. Так можно и на тонкий лед выйти спокойно. К слову, условия на учениях максимально приближены к реальным. Оно и понятно. Впереди сезон большой воды. Поэтому спасатели напоминают, важно не забывать элементарные правила. Об этом говорит и печальная статистика прошлого года. Ежегодно с начала открытия навигации происходят, к сожалению, несчастные случаи на воде. Так, за май 2022 года было 14 происшествий, связанных с маломерными судами и, к сожалению, с гибелью людей на водных объектах. Во время паводка ситуации могут быть разные. Например, нужно эвакуировать жителей, оказавшихся в зоне затопления. Такая картина весной не редкость, особенно для деревень севера Коми. А учитывая, что прогнозируется теплый март, многие сельчане могут остаться отрезанными от большой земли из-за стихии. От потопа к пожару. На этом этапе учений пожарным нужно пробить лед, добраться до воды, а после с помощью мотопомпы подать ее на берег. Как итог, условный пожар ликвидирован, пострадавших нет. Именно учения помогают держать экстренные службы в постоянной готовности. Основная задача этих учений – это проверка слаженности работы аварийно-спасательных служб, всех служб, которые будут задействованы в период прохождения паводка, в период прохождения пожароопасного периода. И для того, чтобы отработать все навыки, умения, повторить забытое. Между тем, из-за резкого потепления в Интинском районе уже закрыты 2 ледовые переправы. На других переездах через реки снижают тоннажность провозимых грузов. Но говорить о том, насколько большой в этом году будет вода, пока все же рано. МЧС и Гидрометцентр держат ситуацию на контроле. Павел Королев, Роман Боровиков, телеканал Юрган.